Вообще, фильмы, кинофильме «Клуб» — это, вот я назвал почтальона, а потом «Киномеханик». Это были такие востребованные профессии, которых чуть ли не носили на руках. Он показывает фильмы, да. У меня, кстати, двоюродный брат был киномехаником, и иногда воспользовались моментом, что он и пропускал на эти фильмы, чтобы посмотреть. Вообще на селе в советское время клуб – это место встреч, где смотрели кинофильмы от мала до велика. Были детские фильмы, были взрослые, но ходили очень много, да, 5 копеек и пошел ты в кино. Я даже помню, своим детям рассказывая, что я посмотрел бесплатный фильм. Фильм так и называется «Один шанс из тысячи». Название фильма и как-то я попал бесплатно вот на такой вот этот фильм. Название и вот ситуация. Очень были популярные фильмы индийские. Индийскими песнями, красивая одежда, да, у них вот. Это индийские песни, конечно, все места были заняты, приносили еще стулья. Мы, дети, лежа на сцене, прямо лежа лежали и смотрели на экран. Причем там не один ряд, а 2 ряда даже, вот так лежа смотрели. Вот. Поэтому как-то интересно. Но если же были фильмы с сценами поцелуев, секса же не было в советское время, хотя поцелуев, то это считалось, что фильм до 16 лет и детей до 16 лет не пускали. Это был запрет, табу точно. Когда во время учебы, именно учебный период с сентября по май, на такие фильмы приходили дежурить даже по очереди учителя дежурные, да, которые смотрели, ага, он еще в 7 классе учится, его пускать нельзя, он 9-классник, его уже можно. Вот, даже так дежурили. Были какие-то вот остросюжетные фильмы там с погонями, вот что вот такое? Понятно, что не боевики, но вот... Ну, конечно, почему нет? Были такие тоже фильмы, да. Ну, я сейчас не готов вспомнить название этих фильмов. Ну, там «Уловимые мстители», да, вот помню, это да. Да. И песня такая хорошая. А потом вот, разве не хотелось после вот этих фильмов, во дворе в этом не играли потом вот в эти сцены, вот не изображали? Но обычно так происходило, особенно в младших классах, когда вот фильм посмотрят и потом начинают... Ну, сражались, как обычно, делали сабли, мечи делали деревянные, и, в принципе, тоже сражались, это видели, видимо, в «Мушкетерах» фильмы, вот из этого проходило. А потом, вспоминая уже постсоветский период, переходный период, 90-е годы, когда появился секс, да, сексуальный какой-то фильм с сексуальными сценами. Эти фильмы показывали ночью. И я помню, в Картkeroсе мест не было, билетов не достать было. Приходили с табуретками, чтобы посмотреть такие фильмы.